Пансионаты на берегу моря в Пицунде. Кафе Либерта. Почти все закрыто. Кафешки всякие, магазинчики. Но там один мужчина предлагал кофе, мофе, чай. Сейчас проедемся до конца. Посмотрим, что там в самом конце. Докуда это набережная. Песчано-галечный берег. Раздевалки. Массаж. Вот тут. Пицунская сосна. Сосновый бор. А вот тут аквапарк на берегу моря. Мини-аквапарк. Аквапарк, касса. Понятно, сейчас все закрыто, никого нету. Так, что у нас там? Эко поставим по набережной. Можно и эко. Дельфинарий. Есть даже здесь. Прям на берегу он растут сосны. Красота. Красота, ляпота. Вот такие пансионаты. Интересно, они работают сейчас или нет? Люди гуляют. Еще один пансионат. Все в одном и том же стиле, только этот те более зеленый, а этот какой-то синий оттенок. Эти на балконах решетки. Да. Пространство сколько. Летом здесь, наверное, работают вот эти ларечки. Продают всякое разное. Еда, напитки, мороженое. Детская комната. Все брошено, что-то как-то интересно. Надувные эти качельки, турничок, пожалуйста. Позанимался, пошел, искупался.
Наверное, это будет последний пансионат. Да, а у этого решетки уже желтые. Не пойму, этажей сколько? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 или 16. Наверное, 16-этажка. Так, что у нас тут? Наверное, какая-то столовая. Походу. Дель Мар. Да, наверное, какая-то кафе, столовая. Дель Мар. Вот такой тут берег. Красота. Это какой-то памятник. Так, ну там дальше уже дороги нету, да. Два пансионата, которые походу не работают. Так, как бы нам отсюда выехать? Интересно знать нам. Тут кафешечки. По ходу дела разные беседки вот. Да, сосны. Кругом одни сосны. Так, ага, вон поехала машина. Значит, там где-то есть и выезд.
Так, прокатимся по этой дороге, которая идет такая вот интересная. Пицунские сосны вокруг везде. Там был пропускной пункт, а это типа в объезд, что ли. Здесь пропускного пункта нету, я так понимаю, там дальше. Интересно. Эх, красота какая, какой тут воздух обалденный. Люди гуляют. А я думаю, не гулять бы по такой красоте. Эх, да. Пицунда, конечно, по-своему шикарно. Гагра по-своему, пальмами там. А здесь сосны преобладают. Конечно, огромнейшие просто сосны. Оп, полицейский. Ну да, это мы пансионаты проезжаем, вон они по правой стороне, и там же и берег. А мы параллельно той набережной. То набережная, это вот такая вот дорога. Интересно, там дальше что там будет. Пропускной пункт, подъезд к пансионатам. Да, интересно, такие 5 пансионатов, а там еще 2 отдельно рядом. 5 через каждых сколько-то там метров. И там уже в самом конце 2 пансионата отдельно прям стоят. Оп. О, тут прям машины стоят возле главного пансионата. Самый первый корпус. Тут живут, значит. Да. Тут живут люди. Апсны. А нет, все равно пропускной пункт. Вон там, он дальше. Как ни крути, а ты все равно выезжаешь там на пропускном пункте. Пу-пу-пу-пу-пу. Сколько у нас уже? 17 километров мы уже намотали. По Пицунде и поселку Лдза или Лидзаве. Так, нам надо было свернуть, то тут шлагбаумы эти. Блин. Тут же они открывают по шлагбаумам. А ну-ка мы сейчас проскочим сюда тоже. Давай, давай, давай. Спасибо.
покатались бесплатно, получается. Так. А нам, походу, сюда, да. Выезжаем с Пицунды и едем в Гагру. Вернее, надо будет заехать еще на заправку, зарядиться. Я еще хотел покататься по Новой Гагре, а потом уже ехать домой.
таджики. Там вон горы справа виднеются. Люблю, когда есть виды, когда есть вид на горы. Не так просто едешь и дорога обычная, а вот именно с видами вот такими, да. Эх, горы, горы. Горы зовут нас, но не сегодня. Сегодня мы по трассе. Да, сегодня у нас трасса Е95, как в песне. Сегодня мы первый раз побывали в Пицунде. Да. Неплохой город. Мне вот больше всего, конечно, впечатлил это пляжи. Широкие пляжи в основном. Там есть песчаные, есть галечные. И вот именно там, где вот сосны, конечно, вообще. Они такие еще пышные, зеленые-зеленые. А он какой-то водоем или речуха в Пицунде. Причем, да, и море рядом, и какая-то речуха или озеро. Так вот, да, Пицунда, вот там, где пляжи с этими соснами. Блин, ну сосны такие вообще такие пышные, насыщенные, блин. Цвет такой аж, блин, приятно так. Лежишь на пляже, а вокруг тебя одни сосны. Такие красивые. Да, так что Пицунда мне понравилось. В Гагру, в Пицунду можно ездить бесконечно. В Новый Афон тоже. Вот Гудаута, ну я прям на вот берегу не был, но мы вот проезжали, ну как-то мне не очень Гудаута. Может там на вот берегу типа набережная нормальная. Может что-то там пальмы, там сосны. Но как-то вот проездом проезжали, так смотрели. Что-то как-то не очень. Сухум, но Сухум, да, далеко. Можно будет как-нибудь поехать. Столица Абхазии. Да, уже 3 деления. Ля, там на обгон пошел. А, этот просто поворачивает. А я думал, он на обгон.
пошел. Думаю, вот это да, парень на грузовике дает жару. Тара-тара-тара-тат. Самшитовая роща. Но там, да, люди есть тоже. Сейчас даже вон машин стоит немало. Люди гуляют. Стройки идут. Заметили мы тут в Пицунде такое. С самого дома еще, ну, купили вот землю люди, самого дома еще нету, фундамента там. Но уже есть забор. Красивый такой забор. И ворота такие мощные, красивые. А внутри ничего нету еще. Забор поставили и все пока. Вот так вот. Тара-тара-тара-та-та-та. Пицунда, Пицунда. Остановки, кстати, да, прикольные по Абхазии в целом. Вот такого плана. То есть у нас таких нету. В России там по вот городам я не видел. А здесь вот, пожалуйста, форма остановки-то такая интересная. Вон впереди горы со снегом. Шапка гор в снегу. О, тут ветер уже. Так, тут корова гуляет. Рогатая корова. Вот остановка. Вот красота какая здесь. Ух. Так, а нам... Ну да, нам же сюда. Это мы с оттуда ехали. А сюда, обратно уже сюда. О, кипарисы. Прикольненько. Ох, красота какая. Обалдеть.
Напоминает, как будто в Ялте едешь по улице Московской. Тоже вот так вот едешь, и кипарисы слева и справа, и такая длинная улица, и едешь вот так и наслаждаешься. Ну а это Пицунда. Это правда не центральная улица, но такой вот красивый выезд с Пицунды. Да, длинная тоже. Это такая дорога длинная. УАЗик куда-то заехал. Видимо, посадка. Он, наверное, будет собирать ветки. Мы открылись, Кипарисовый парк. Чё за парк? Давай, выезжай, смотришь. Я еще далеко, но уже догоняю тебя. Так что поторопись, парень. Поднажми. Так, это у нас что? А, это мы ехали в ту сторону. Ага, а это теперь выезд же отсюда. Торгуют фруктами. «25 километров проехали с Пицунды по Пицунде, и вот на выезде коровки пасутся. Так, а время у нас уже 13:24, 12. Короче, 12:30 время у нас. Нормально. Сейчас доедем до заправки. Это будет час. Зарядимся. Часика 2. Перекусим и погоним в Гагру, а с Гагры потом домой в Адлер.
Коровки везде. Как один сказал, здесь коровы как в Индии. Святые ходят, лежат на дороге, где хотят. Стой, стой, стой. Молодец. Два деления. Как раз на заправку приедем, будет нормалек. Еще и ветер, падла, слегка поддувает. Фух. О, горы. Могучие горы. Мойка самообслуживания. Но нам мойка не надо. Мы колеса свои помыли в лужах. А так он, о, растет он. Хурма. Да, хурма. Прям на улице. Не во дворе, а на улице. Подъехал по бырику, пару штук сорвал и по газам. О, а вот тоже растет. Ничего себе. Тоже подъезжай и рви. Или это мандарины, что-то я не пойму. Супермаркет какой-то. Так, что у нас? Будем перепрыгивать. Опа! Ха-ха-ха! Эх, красота какая, весь осенняя. И тепло, в принципе, потеплело. Кто-то на велосипеде топит. Еле крутит бедолага на подъем. Что-то он по противоположной стороне. О. Ну да, тут такой подъемчик небольшой. И на обычном велике тяжко. 5 км в час крутишь. Так, ну вот налево на Гагру, направо Сухум 70 км. Но мы не в Сухум, а на заправку.
Отсюда до Гагры 4 км. Прикольно. Хоть посмотреть. Заправка здесь? Да, здесь же, да. Ну да, здесь. Даже мы выезжали, я еще потом говорил, сейчас бы на Пицунду, но потом, типа, ну да, вот здесь заправка сейчас будет. Вот она, заправка наша. Та-ра-та-ра-та-ра-та.
Так, ну чё, выехали с заправки. Перед Гагрой тут есть хорошая заправочка. Фруктами торгуют люди. Вот. Перекусили, попили чай, кофе. И нормалек. Зарядились. И мчим на Гагру. Заряженные аккумуляторы. На заправке мужики, абхазцы в основном заправляются, подходят и расспрашивают, а что это за велик такой, там, сколько разгоняется максимум, сколько батарея держит, там, то все, подвес, не подвес, там, в горы ездишь, не езжу, куча всяких разных вопросов. Тут у них, походу, вообще, наверное, в Абхазии никто не ездит на электровелосипедах. Проехали 35 километров от Пицунды. Ну, там по Пицунде покатались. Заправочка. Покатались по Пицунде. Доехали до заправки. Да-да. До Гагры, не знаю сколько от заправки, километров 5. И от Гагры 40. В общем, грубо говоря, 45 километров. О, пошел спуск. 50. 55. Сочи прямо, Гагра направо. На Сочи мы не поедем. Сейчас хочу заехать на набережную в Новой Гагре. Лежачий полицейский. О, мама май. Сахарта.
Сейчас чуток попотеем, согреемся. Под вечер уже начинает холодать. Уже все-таки конец ноября. Почти зима. Да. Осень нас баловала и так. Октябрь весь теплый, половина ноября более-менее. Так, море слева. Где-то свернуть здесь. Собаки гавкают, ну да. Где-то свернуть. Только вот где? Так, но тут не вижу, куда сворачивать. Тут нету. Вон уже пошли дома девятиэтажные. Нам бы где-то сейчас свернуть налево. Так, куда-то сворачивает вот это вот. Ну, блин. Наверное, нет. Или свернуть там, где колесо обозрения. Тут то никак не свернешь. Тут дорога такая. Нарушение будет. Оба. Ой, мандарины растут у людей во дворе. Так, где же бы нам свернуть? Налево. Тут такие улицы. Должны быть улицы к набережной более получше.
Торговый центр Гагра. По QR-кодам. Торговые центры только по QR-кодам. Такс. О, красота! Деревья такие яркие. Вот, сейчас мы станем здесь и посмотрим. Может, сюда нам стоит? Колесо обозрения вон оно, да. Так, а тут еще фиг свернешь. Парк славы в Новой Гагре. Красиво, ухоженно.
пальмочки, кипарисы, сосны. Вон и колесо обозрения. Красиво, красиво, да.